Мы обсудили социально-экономическое положение в республике, все сложности, с которыми сталкиваются все субъекты федерации, к сожалению, не обходят стороной и Республику Саха-Якутия. В то же время есть понимание и уверенность в решении существующих проблем, хотя, как выясняется, что проблемы нарастают, в том числе с той стороны, откуда, казалось бы, можно было и не ждать. Речь идет и о миграционных процессах, которые происходят в республике. Кстати, приятно было осознавать, что в республике всегда действовал орган и структура, которая занималась межнациональными вопросами, 129 этносов в республике, и это правильно. И когда на федеральном уровне был создан, вы знаете, орган, который будет заниматься этими вопросами, что вот в республике Саха-Якутия уже такая работа велась. Большие проблемы связаны с транспортной доступностью. Прежде всего речь идет о авиационном парке и парке речных судов. Здесь действительно у республики своя специфика. Я, кстати, сказал Егору Афанасьевичу, что всегда он может рассчитывать на мою поддержку как депутата Государственной Думы с точки зрения решения вот этой проблемы транспорта, прежде всего авиационного сообщения. Обсудили, конечно, мы и предстоящие выборы. Наша партия представлена хорошо и в парламенте в Алтумене, Саха-Республики. Фракция у нас большая, второе место после Единой России мы занимаем. В городском совете также наша фракция. Ну, естественно, на предстоящих выборах мы хотим увеличить свое представительство и в муниципальных советах, где-то поборемся за пост главы города. Ну и, как я уже сказал, цель моей такой рабочей поездки как раз поддержать наших коллег, наших товарищей, и в том числе на встрече с активом партии будем обсуждать и вопросы выборные вопросы, и, конечно, вопросы законодательных инициатив. Вы наверняка слышали, что на федеральном уровне мы сейчас занимаем жесткую позицию по поводу взносов на капитальный ремонт. Мы выступаем за мораторий, за замораживание на 5 лет таких отчислений, потому что считаем, что государство не выполняет своих обязательств перед гражданами. Вторая тема – это тема специального федерального закона по такой льготной категории, как дети войны. Мы настаиваем на этом и будем добиваться принятия федерального закона. И третья тема – это то, что я называю кредитным рабством, когда люди сегодня через различного рода так называемое микрофинансирование, через кредиты банков попадают просто в кабалу и со всеми печально вытекающими последствиями. И в осеннюю сессию мы будем вносить целый пакет законов на эту тематику. И, естественно, при внесении в Государственную Думу нам нужна поддержка из регионов, в том числе, чтобы эти инициативы поддерживались региональными парламентами. И соответственную задачу я буду ставить перед нашими депутатами и в парламенте Саха-Якутия для того, чтобы такие инициативы были поддержаны.